Я хочу всем сказать привет! Это Красная площадь, вы сразу угадали. Столица Российской империи, Советского Союза и современной Российской Федерации. Давайте сделаем сегодня мы с вами небольшой обзор вот этого вот большого, современного, европейского города с населением примерно 13 миллионов человек. Город, население 13 миллионов человек. Это очень много. Кстати говоря, в Таджикистане население скоро будет только 10 миллионов. А в одной Москве население тут 13 миллионов. Такое ощущение, что построили город вчера или позавчера. Я думаю, что вы все так или иначе видели Красную площадь, причем десятки раз по телевидению, по газетам, по фотографиям каким-то. Итак, вот то, что за моей спиной видите, это называется храм Василия Блаженного. Ну, в нашем случае мечеть, а вот тут собор Василия Блаженного. Итак, собор объединяет 11 церквей, часть из которых освящена в честь святых, дни памяти которых пришлись на решающие бои за Казань. Собор входит в российский список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО и является филиалом Государственного исторического музея. То есть я так понимаю, что этот собор построили в честь присоединения Казанского ханства к Московскому государству. Это 2 октября 1552 года. А сам собор, кстати говоря, построили за 6 лет, с 1555 года по 1561 год. И сразу слева от меня вот эти вот часы, да, они известны по всему миру, вы их тоже знаете. И, кстати говоря, гимн Российской Федерации по утрам и даже Советского Союза в некоторых фильмах я видел, начинается именно с показа вот этих часов. Спасская башня Кремля. Для нас, зрителей, да, для тех людей, которые из-за рубежа, все вот это вот, это Кремль, одним словом. У каждой башни есть свое название. Вот в этих стенах, кстати говоря, работает президент самой большой страны мира Владимир Владимирович Путин. Несмотря на то, что Красная площадь имеет такую длинную историю, она выглядит такой современной, красивой, энергичной, чистой, такой привлекательной. И у меня такое ощущение, что вот Красная площадь, она сохранила свое первоначальное значение. Неважно, летом или зимой, весной или осенью, Красная площадь бывает многолюдна. Потому что все гости, которые приезжают в Россию, именно если они побывают в Москву, они обязательно посещают Красную площадь. Да и я считаю, что это того стоит. Если вы когда-нибудь приедете в Россию, обязательно приходите на Красную площадь. Вот, я обожаю мавзолей. Вот оно, помните место, где генеральные секретари Советского Союза выходили и приветствовали народ, там парад Победы. Кстати говоря, парад Победы тоже вот здесь вот проходит. И любые праздники такого государственного большого масштаба, они отмечаются именно на Красной площади. И вот, к примеру, 75-летие парада Победы тоже проходило, да, на Красной площади. И вот здесь примерно выступал президент Российской Федерации. Я предлагаю все-таки пойти куда-нибудь в ГОМ. Здесь есть лавки, здесь есть рестораны очень хорошие. Попить, может быть, чаечек вместе. Погнали! Боско кафе, а мы с вами ждем кофе. В нашем селе работал только один телеканал. Это первый российский телеканал, который каждое утро начинал свою работу с вещания вот этой башни, где там есть часы. Поэтому вот эти места, вот этот вид для меня, он родной, он с детства со мной. Так что все, что есть на Красной площади, для меня ничего тут чужого нету. Все люблю, все обожаю. А мы далеко не уходили, это тоже рядом с Кремлем. Вы тоже вот эти вот гирлянды постоянно видите. А тут весело. А это, ребята, называется Ветошный переулок. То есть мы уходили не сильно далеко от Кремля. Там Кремль, это Ветошный переулок. Здесь тоже всегда бывает много народу.
Москва действительно выглядит ухоженной, чистой, современной. И, кстати говоря, трава, везде вот газон, да, вот эти вот для красоты, которые по всему городу подстрижены. То есть очень хорошо за городом ухаживают, что немаловажно. Как я уже говорил, вокруг Москвы много-много очень стереотипов. 60-70% из этих стереотипов, я считаю, согласно своему опыту, являются ложными. Они выдуманные и не соответствуют действительности. Итак, среди всех бывших советских республик именно Россия считается самой многонациональной страной. Здесь зарегистрировано представители больше 100 народов и национальностей. Помимо вот многонациональности, да, России, есть еще и трудовые мигранты, которые приезжают из многих-многих стран мира, в том числе с африканского континента, с Европы, Азии и Центральной Азии. Я бы отдельно подчеркнул, потому что именно из Центральной Азии, Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана, потом Казахстан и небольшое количество из Туркменистана приезжают на заработки в Россию. Вот именно количество трудовых мигрантов из Центральной Азии, я бы сказал, занимает почетное место в списке трудовых мигрантов России. Тем не менее, рекордное количество трудовых мигрантов в России было зарегистрировано в сумме около 12 миллионов. Вот. А в Соединенных Штатах, например, 43 миллиона, да, 43,7 миллиона трудовых мигрантов, что эта сумма составляла 13,7% общей численности населения Соединенных Штатов Америки. А само население США, знаете, да, составляет примерно 325 миллионов человек, а Россия то говорят 146, то говорят 148. О чем говорит количество приезжих трудовых мигрантов, да, в поисках работы, которые приезжают в Россию? О том, что в России все еще есть какие-то возможности на заработки, я бы сказал, да. Ну, если вам интересно, кстати говоря, рекордное количество трудовых мигрантов в Германии было зарегистрировано в сумме около 10 миллионов, то есть на 2 миллиона меньше, чем в России. Очень много также приезжают из-за рубежа на учебу, также с Африки, с Европы, Азии. Российские университеты, вот именно находящиеся в Москве, в Санкт-Петербурге, считаются престижными. Также в Россию приезжают туристы. Кстати говоря, рекордное количество туристов было зарегистрировано в сумме больше 25 миллионов. Туристов, согласно данным Всемирной туристской организации. И вот данная организация считает, что у России есть огромнейший потенциал развивать свою туристическую индустрию, поскольку именно в этой индустрии, в этой отрасли в России, значит, 500 тысяч человек ведут свою деятельность. Мы говорили 25 миллионов, я считаю, что для России это очень мало, имея такую обширную территорию, да, с Крыма, с Балтийского моря до Владивостока, Сахалина и Курильских островов, до Тихого океана. И 25 миллионов это очень мало. К примеру, в Турции рекордное количество туристов достигало около 47 миллионов. Хотя по территории, по количеству городов Турция 10-кратно, 20-кратно уступает, допустим, России. А по территории 100-кратно, я бы сказал, да. Вот. Это говорит о том, что туризм в Турции доступный, дешевый, и есть условия, самые необходимые условия. Вот. А в России, значит, нету. В России все дорого. И в этом направлении, я думаю, в России можно работать, нужно и привлечь побольше туристов. Мы сейчас находимся на станции ВДНХ. Выставка достижений народного хозяйства. Хочу обратить ваше внимание на две вещи. Номер один. Ракета. Видите? Вот эта ракета, она поставлена покорителем космоса. Вы знаете, когда космос был покорен? 12 апреля 1961 года Юрием Алексеевичем Гагариным, если помните, да? Вот с того года и с того дня, 12 апреля, объявлен День космонавтики. И сразу напротив здесь у нас находится гостиница
также на станции ВДНХ. Это очень известная советская гостиница. Ну, по постройке, я думаю, что видно. Так, ребята, за моей спиной ВДНХ. Мы потихонечку приближаемся. Но у меня есть сюрприз. Пойдемте сначала я вам покажу свой сюрприз. Вот этот памятник, так это тот же памятник, который являлся символом многих советских фильмов. Советские фильмы всегда с этого памятника начинались. Так это тоже, оказывается, памятник находится в Москве, я не знал, и находится на станции ВДНХ. Этот памятник называется «Рабочая колхозница». Это такой, значит, очень известный памятник по всему Советскому Союзу. Я был маленьким, вы сами тоже помните, смотрели фильмы советские, и эти фильмы все начинались вот с этого памятника. Являлся очень популярным памятником в Советском Союзе и был построен в если я не ошибаюсь, могу ошибаться, значит, в 1937 году. Он даже, этот памятник, принимал участие на выставке во Франции. Вот. Его там разбирали на многих частей, везли на поезде во Францию, в Париж. Кстати, памятник весит 63 тонны. Ну что ж, ребята, вот она сама ВДНХ. Да, выставка. Расскажи два слова. Ты помнишь что-нибудь про это? Да я не хотела в кадр вжиматься. Ну ладно. Вот это вход в ВДНХ, где есть павильоны многих республик. Нас сегодня интересует, есть ли там павильон Таджикистана. Вообще ВДНХ ежегодно посещают, по некоторым данным, больше 30 миллионов людей. Может быть, вы эти памятники видели во многих, что советских, что современных российских фильмах. Так я вам скажу, они также находятся на ВДНХ, на станции ВДНХ, вот в этом большом парке. Это вот некий такой парк культуры. Вот, сейчас я ищу таджичку. И мне сказали, что... Вот, сейчас я вам покажу. Давайте поищем, найдем, где у нас таджичка. Говорят, вон та таджичка. Видите? Вот это вот. Она в тюбетейке, у нее хлопок на правой руке. Вот это таджичка. Это азербайджанка. А вон та точно не знаю. А вот это вот, ребята, павильон Казахстана. Ну, чтобы вам было понятно, значит, каждая из этих республик представляла свои достижения всем посетителям, туристам, местным гражданам Советского Союза именно вот в своем павильоне. Ну, тут, наверное, небольшая история также из Советского Союза. Здесь два мудреца. Там также труд, значит, коммунизм вперед и так далее и тому подобное. Казахстан выглядит очень достойно. Мы были в Казахстане, в городе Павлодаре, в Астане. Павлодар было очень холодно, но мы также были в Астане. Астана мне очень понравилась. Вообще чистейший город, свежий воздух. И первый президент Нурсултан Абишевич Назарбаев, конечно, построил Астану практически с нуля. Павильон Азербайджана. Мы все еще по-прежнему находимся на ВДНХ, ребята. И, как я уже говорил, это вот ракета «Космос». Это вот покорителям космоса. Это как символ, значит, космических достижений Советского Союза и современной России. Да? Сейчас я вам покажу крупным планом. И вот сразу слева мы видим самолет как символ авиастроения в Советском Союзе и современной России. Что хочу сказать, ВДНХ производит очень позитивное, очень такое яркое впечатление, чистота, уют. Наверняка есть директор, есть какой-то руководитель, который управляет вот этим вот всем этим парком. По пятибалльной шкале я бы ему поставил оценку 5. Честно говоря, чисто, уютно, красиво. Вам, директор уважаемый, 5. Советский Союз была такая эпоха, которая она ушла в прошлое. Но эта эпоха, она символизируется очень конкретными, большими, планетарными достижениями, что в плане сельского хозяйства, что в плане экономики, политики, культуры. Вот космическое пространство, шла очень страшная гонка, страшная конкуренция между Западом и Востоком. Запад в лице Соединенных Штатов и Восток в лице Советского Союза. Немало достижений в плане военного развития, да, военной мощи Советского Союза.
Вспомните, каким был Советский Союз при его создании и каким оказался в ходе Второй мировой войны, после войны и до своего развала 91 года. Я везде ходил, искал павильон Таджикистана, да, возвращаясь к павильонам. Его, к сожалению, нет, вообще нет нигде. Нет также павильона Грузии, Украины, Киргизии и каких-то еще других стран, скорее всего, прибалтийских. Печально, конечно, что нет нашего павильона. Якобы он существовал в 1937 году, а потом как-то вот этот павильон наш не вписывался в эту архитектуру. Якобы хотели потом позже построить, и на этом больше никогда не строили. Печально, конечно, что нет павильона Таджикистана. Здесь вы думали опять памятник Ленину, но нет. Какой-то незнакомый человек, я тоже, как и вы, хотел мимо пройти, но потом прозвучало слово «Мичурин». Для меня это слово, потому что растет в саду у моего дедушки яблоко. И это яблоко называется сорт Мичурина. Оказывается, это и есть тот человек. Давайте сейчас я вам объясню, кто такой Мичурин Иван Владимирович. Это, оказывается, не яблоко, а человек. Русский биолог и селекционер, автор многих плодов, сортов плодово-ягодных культур, доктор биологии. Он вывел более 300 сортов яблок, груш, слив, винограда, абрикосов. Вот не зря ему памятник. Таким людям везде, по всей планете надо поставить памятник. Смотрите на эти камни. Они так сложены, красиво, ровно. Смотрите, так идет бесконечно. Уверен, мастера из Таджикистана. Уверен в этом. Сейчас мы находимся на Донском кладбище города Москвы. Я считал необходимым посетить это кладбище, потому что здесь похоронены два героя Таджикистана, по сути, два основателя Таджикской ССР. Это Шириншо Шотемур и Нусратулло Махсум. Они, к сожалению, стали жертвами большого террора 1937 года. از آمدنم نبود گردون را سود و از رفتن من جاه و جلالش نفزود و از هیچ کسی نیز دو گوشم نشنود کاوردن و بردن من از بحری چی بود. Другим немаловажным таким объектом и проектом, символизирующим Москву развитую, устремленную на будущее, является вот этот вот проект. Называется Москва-Сити или Moscow-City. Он известен по всему миру, и все туристы, которые приезжают в Россию, в Москву, обязательно они посещают вот это место. Сейчас я нахожусь на смотровой площадке. Это специально сделано так, тут место, чтобы отсюда люди могли смотреть на вот этот вот красивый проект. И оказывается, строительство идет с 1995 года. Это давным-давно. Тогда еще мэром города Москвы был Юрий Лужков. Вот. И вы сейчас подумали, что проект уже завершен, все, что видите, вот это. Нет. Оказывается, вот этот грандиозный такой, самый большой, один из самых больших объектов, который строится в Москве, он завершится, строительство завершится в 2024 году. Можно в это поверить, глядя на продолжение этих объектов. Строятся, недостроены, видите, вот они. И вот, проект будет сдан полностью в эксплуатацию в 2024 году. Проектом огромным, мне сказали, что тут есть и до 100 этажей, но отличие этих небоскребов от американских заключается в том, что почему-то, когда ты смотришь на американские небоскребы, к примеру, в Нью-Йорке на Empire State Building или других объектов, они кажутся намного выше, чем вот эти, но они тоже очень высокие. Все тиктокеры Москвы находятся здесь. Они репетируют свое последующее видео.
Ребята, мы потихонечку приближаемся к завершению нашего ролика. Что хочу сказать. Москва, наверное, один из первых городов России, который мне больше всего понравился. А, кстати говоря, я побывал во многих русских городах, в основном находящихся на сибирской части Российской Федерации. Вот. Я думаю, что вы знаете, что площадь Сибири составляет около 12 миллионов квадратных километров. Это примерно 70% территории современной России, чтобы вы знали. И там очень много городов. И, конечно, я думаю, что все, что касается Сибири, уровня жизни, зарплат, какой-то атмосферы, все оставляет желать лучшего. Москва, конечно, чище, уютнее, уровень жизни немножко другой. И, кстати говоря, очень часто хвалят Санкт-Петербург. Город Петербург, северная столица, я думаю, вы знаете, да, названная в честь Петра I, великого реформатора и императора России. Вот. Я верю в то, что Петербург действительно красивый, потому что смотрел многие видеоролики, и также мои друзья приехали и рассказывали о своих впечатлениях. Я думаю, рано или поздно тоже, дай бог, побудем и в Петербурге. Восхищаюсь историей России, там очень и очень много завоеваний и много-много побед. В истории России существует очень много великих личностей, многие из которых вы, я уверен, что знаете, что военачальников, что героев, что поэтов, писателей и так далее и тому подобное. Я думаю, вы это знаете. Вот, поэтому я истории России, несмотря на то, что не до конца и плохо ее знаю, но все-таки наслаждаюсь, и мне очень приятно, что у русского человека столько завоеваний. И, кстати говоря, русский народ смог создать третью в истории человечества по величине империю. После Британской империи 32 миллиона квадратных километров, Монгольской империи 23 миллиона квадратных километров и потом Российская империя, по-моему, около 22 миллионов квадратных километров площади. Россия интересная страна, самая большая страна на сегодня в мире. Россия многонациональная страна. И удивляюсь мудростью русского народа, что умеет жить совместно со всеми народами и нациями, которые проживают на территории Российской Федерации. Умеет жить дружно, мирно, с любовью. Вот что хочу сказать. Наверняка вы тоже заметили, что для русского человека не имеет никакого значения, откуда вы приехали, зачем приехали, где вы работаете и сколько вы зарабатываете русских денег на территории России. И ему абсолютно все равно. Я думаю, вы это тоже заметили. Например, если поверить информации некоторых СМИ, то в 2020 году около 45 тысяч таджикских граждан получили российское гражданство. Но количество трудовых мигрантов, приезжающих из Таджикистана в Россию из года в год сокращается. Например, если несколько лет назад, к примеру, в 2010 году количество таджикских мигрантов достигало 1 миллион или больше 1 миллиона человек на территории России, то по данным 2020 года это количество составляет примерно 480 тысяч. Я в это верю, потому что приехал в Таджикистан, у нас везде идет строительный бум. По всей стране, по всем городам, поселкам, районам, селам идут строительные работы в Таджикистане, и везде работают таджики. Поэтому я так понял, и я в это верю, что действительно количество наших мигрантов из года в год сокращается, и я считаю, что нужно сокращать, и нужно в этом направлении двигаться. Когда много сильно граждан нашей страны выезжают за рубеж, это, конечно, для судьбы нашего народа повлияет
очень негативно. Поэтому нужно создавать условия здесь, нужно развивать свою экономику, нужно строить себе. Ну, какие-то там 50-100 тысяч, если выедут из Таджикистана в Россию, в Европу, в Америку, в этом ничего абсолютно страшного нет. Потому что мигранты есть как среди русских, так и среди американцев, японцев, британцев, таджиков, узбеков, китайцев. Это нормальный мировой процесс. Вот. Но нам, таджикам, Таджикистану, нужно, конечно, максимально сократить количество наших выезжающих граждан. Нужно создавать условия, чтобы наши граждане оставались у себя, у нас в стране. Это больше, конечно, повлияет позитивно на нашу жизнь, нежели чем их выезд куда-нибудь за рубеж. Наверное, я закончу сегодняшнюю нашу встречу словами величайшего таджикского поэта Мевлана Джалалиддина Руми. Дарин хок, дарин мазраи пок, баджуз мехр, баджуз эшк, дигар тухм накорим. Действительно, кроме любви, кроме уважения друг к другу, ничего больше не должно существовать в этом мире. Это Красная площадь, Москва, Российская Федерация. Берегите себя. До свидания, до встречи, ребят.